Приобрести новую профессию, освоить вторую или повысить квалификацию по уже имеющейся – основная задача профессионального обучения. Программа финансируется за счет республиканского бюджета. Для безработных обучение полностью бесплатное, а в период подготовки выплачивается стипендия. Пройти курсы могут все граждане, состоящие на учете в Комитете по занятости населения. В прошлом году на профессиональное обучение было направлено 1779 человек. За первый квартал текущего года 514 человек. Как правило, мы работаем с образовательными учреждениями разного профессионального уровня. Это и высшие учреждения профобразования, и средние профобразования учреждения, и другие образовательные учреждения, то есть учреждения дополнительного профессионального образования. Все учреждения следят за конъюнктурой рынка, следят за изменениями в потребностях, поэтому программы довольно-таки гибко меняются, что соответствует спросу среди граждан, ищущих работу. Уже 5 лет Комитет по занятости населения сотрудничает с Владикавказским техникумом железнодорожного транспорта. Здесь курсы электрогазосварщика для безработных проводят впервые. После лекции ученики сразу переходят к практике. По мнению преподавателей, такой способ обучения помогает сразу закрепить пройденный материал. Все практические занятия проходят исключительно на базе техникума. Для этого здесь есть все необходимое. Пока в группе только 8 человек – студенты-заочники и мужчины пенсионного возраста. Александр Журавлев много лет проработал слесарем, но уходить на пенсию он не захотел. Чтобы овладеть новой профессией, обратился в Комитет по занятости. Уже через месяц Александр смог приступить к занятиям. Особенно востребованная специальность – это газоэлектросварщики. Потому что есть такие работы, где не бывает света, где-то в чистом поле, и там применяют вот эту сварку. Как бы с электросваркой я был знаком, это такая рискованная специальность. Она связана с травматизмом, с ожогом. Занимаюсь я с 27 января. 1,5 месяца была у нас теория и 1,5 месяца практика. Очень отличные здесь учителя и условия все, чтобы освоить эту специальность и принципы этой специальности. Найти работу, если вам за 50, непросто. С этого года служба занятости населения направляет на профессиональное обучение и пенсионеров. За первый квартал текущего года подготовительные курсы прошли 4 пенсионера. Они освоили профессии оператора, ЭВМ, бухгалтера, а также водителя. Ангела Кубалова, Марат Калагов, Фатима Макиева, Осетия ТВ.